Я всегда опаздывал. Заходил чуть-чуть позже учителя. И на мои уроки опаздывал. Всегда. До сих пор опаздываю. У нас был очень интересный учитель пения, такой смешной достаточно. И вот он вызывает по одному и заставляет петь. Все что-то поют, все кричат, балуются. И я вдруг пою и ничего не понимаю. Весь класс замолк. Я сам себя не узнаю. Звучит такой дисконт детский, красивый. И я пропел, и тишина еще какая-то там простояла как-то. Вот это я как бы запомнил. Я вот тогда была потрясена впервые, я думаю, вот что-то все-таки из ребят получится. Ну вот концерт я не помню, вот этот именно в 7 классе, когда А потом уже ты в Дом культуры стал, пристрастился. Да, потом школу забросил и в Дом культуры. Ну да, нет, школу ты не забросил. Ну как, меня искали по 3 дня. Мама была очень, царство небесное, очень против. Да. Она говорит, все, музыканты, ты сопьешься на свадьбах, все. Вот у них... Под столом будешь валяться где-нибудь всю жизнь. Молодой повеса ждет свидания с какой-нибудь развратницей лукавой и дурой им обманутой. Так я весь день и минуты ждал, когда сойду в подвал мой тайный к верным сундукам. Счастливый день. Владимир Ванеев – заслуженный артист России, лауреат всесоюзных, всероссийских и международных конкурсов. Родился в селе Обьячево Прилузского района Коми АССР. Здравствуй, бабу. Он уже рассыпался весь. Сколько дней я отсидел на этой скамейке. Несчетное количество. Приятно было здесь у бабушки сидеть. Она выходила на крыльцо, всегда улыбалась. Не помню, чтобы когда-то ругалась. Всегда стояла здесь перегородочка, была небольшая, и всегда оглядывала улицу. И как будто так и стоит, даже запах ее как бы вот присутствует. И дом был такой гостеприимный, все бабушки собирались в округе. Все к ней в гости приходили. Всегда подушечки, блины и чай. Отец замечательно играл на гармошке. Он до сих пор, я заслушиваюсь, когда он играет, он превращается в нечто нечеловеческое, то есть теряет человеческий облик. Он как-то глазки зажмурит, что-то как-то так и натягивает эту гармонь. То есть закончит играть, просыпается. Начинает играть, все, его как будто нет, прострация. А он еще рассказывает, что был дядя по отцовской линии, Егор. Он не играл, но пел замечательно. Все поля были наши. Там футбол играли внизу. Там большой берег красивый. Все ребята собирались там, играли. Все. Да, кидай.
Вообще рыбалка – это очень дорогое дело. Но это доставляет столько удовольствия. Стыдно об этом говорить, но мне кажется, я живу ради этого. Петь намного меньше удовольствия, чем быть на реке на рыбалке. Весной уже сны снятся. Воблеры – это такие штучки, которые играют в реке прекрасно. Они как маленькие рыбки. Сейчас попробуем показать. У каждого есть кличка. Вот этот называется Матроскин. Кот Матроскин. Не знаю, кот или нет, но Матроскин. У меня есть Зюгановы, Семигины. Вы смотрите, как она плавает. Эть. Я помню отлично все. Ну, я поступал-то, мне как бы молодой был, 17 лет. Я на оркестровое отделение поступил. Мотался с инструмента на инструмент. Хотя они предлагали сразу, как бы через год на вокал, но как-то я не верил. А потом все так и получилось. Привел за ручку Коля Путилин. Мы жили в одной комнате, было настолько интересно. Интереснее, может быть, даже, чем сейчас. Потому что мечты. Сергей Павлович был фактически таким отцом. Он, правда, очень жесткий человек был. В 10 утра уже на занятия – это закон. А если он еще услышит запах папиросы, он вылетал просто с класса все ноты вместе с тобой. Поэтому приходилось душиться. Да, боялись очень. Ой, гудакия, гудекия сывыласы чистые, ой, ворсищия, кудрия юрна спетыщия. Володя! Владимир Борисович! Здорово! 102, наверное. Ты смотри, это сколько? Кило на 5 тянет. Да, поболее, пожалуй. Не, а радости на 20 кило. Ой, так сейчас будет Молодец. хвастаться у себя. Я думал, он без ничего приедет. Здесь нет людей, здесь тишина, здесь только Бог дая. Цветы да старая сосна, да ты мечта моя. Браво! Браво! Майковичан. Во время учебы в Коми Республиканском училище искусств Владимир Ванеев был призван в ряды советской армии. 4 года служил в Сыктывкарском военном гарнизоне, начальником клуба и в то же время был директором районного дома культуры. А зажечь что? Валентинцу покажется. Пойдем, Стоян. Чили коми. Коми. Коми, чисто коми. Да. О, это вот. Ротце, первый класс он такой великий. Шишка. Кола на огна шибит. А, кольца кольцы. А чем квартира заталова? Куим еще заварить надо. Куемыш? Да. Понятно. Я экзамены в училище сдал еле-еле на 2. Как это? А в консерватории поступил все на 5. А как это еле-еле на 2? А кто вас выпустил? Просто не любили.
Я же прогульщиком был, я никогда не ходил. Ни в консерватории, ни в училище на предметы, которые я считал, что не нужны. Ну, а у вас диплом-то об Диплом я окончании получил на училища? полгода позже. Да? Да. А как приняли без диплома? А нет, в консерваторию. А в этом нормально. То есть я сдавал несколько раз, по-моему, принимали и 5-й или 6-й педагог только поставил положительную оценку. В училище? Да. Это за что? Ну, сольфеджио, теория, что-то такое, такие. Вот, а оказалось, а в консерватории мне сказали: ой, вы так хорошо знаете, вы можете целый год не ходить. Так и было. Пожалуй, из всех моих учеников вот Владимир Ванеев стоит на первом месте. Он сразу же, когда поступал в консерваторию, после окончания училища Сыктывкарского у Сергея Павловича Маркова, он сразу себя уже на приемных экзаменах показал, что он очень способный певец, а в процессе обучения в консерватории, в оперном классе он и продемонстрировал единение и вокальных возможностей, и сценического таланта. То есть все 5 лет это была постепенная его оснащенность к профессиональной деятельности настоящей. Хорошо. Становимся. Очень хорошо. Дальше начали опять чуть-чуть. И... Много. Меньше, да. И... Не увеличивается. Очень прекрасное впечатление, вообще просто ощущения новые, здорово, хороший очень педагог, чувствуется энергетика хорошая у него, сразу же уверенно как-то стоишь, вначале волнуешься, а потом увереннее прям. Когда приезжают такие люди, такие замечательные люди, как Ванеев Владимир Борисович, и дают такие замечательные уроки, мастер-классы для каждого студента. Я думаю, наша консерватория — это очень ценно, очень ценные дельные советы, которые, я надеюсь, помогут и мне, и многим, кто здесь присутствовал, сделать больше в своем профессиональном пути и очень многому научиться. Он очень трудолюбивый человек, очень серьезно относящийся к своей профессии. Владимир Борисович обладает очень в большой степени гармоническим развитием, сочетанием человеческих качеств, таланта, певческого таланта, артистического таланта, такого работника, что ли, настоящего, труженика, без которого, без труда, безусловно, ничего большое не получается. А он, безусловно, большой человек, большой певец. И надо сказать, что он и человек очень добрый, очень такой широкого кругозора и щедрой натуры во всем. Сам дух консерваторский, он предполагает образование, естественно, повыше, чем училище. Здесь все-таки и Москва рядом, с Москвы приезжали, и концертная деятельность здесь более-менее кипит по сравнению с Сыктывкаром. Профессура. Особых проблем не было. Конечно, тайные мысли были в Москву или в Ленинград поехать. Если бы не Андрей Михайлович, не знаю, как сложилась бы моя судьба. Это я теперь только начинаю понимать. Потому что были моменты, когда все могло поменяться. Абсолютно. Он как отец родной до сих пор опекает всех своих студентов. Себя ты считаешь, но разве ты живешь как пленник, а не гость мой?
И ранен битве при Каяле, и взят с дружиной плен. Не вот на пороге, а у меня ты гость. Тебе почет у нас, как пану, все мое твоим услугам. Мы приезжали на каникулы, и Сергей Павлович всегда, ну вот, тебя испортили, давай я буду поправлять. Поправлял, когда я уже был заслуженным артистом, лауреатом госпремии. Он всегда говорит, что-то ты там неправильно, давай. Всю сознательную жизнь бежал от его школы. И только, может быть, последние лет 5-7 он пришел к выводу, что все было правильно. Мастерство определяется, если взять, скажем, математическим или каким языком, в миллиметрах. Просто, скажем, хороший певец-актер, скажем, провалы есть у всех, но он проваливается намного меньше. Вот и все. Очень много хороших актеров-певцов, которые психологически не выдерживают сцены. Они замечательно работают на репетициях, поют, выходят на сцену, характера не хватает, каких-то природных данных, чтобы это психологически выдержать. Потому что это, наверное, самое главное. Да? Выходить не то, что бояться, что ты сейчас ошибешься или не то споешь, голос подведет, а наоборот. Уверенность. Уверенность, да, что ты берешь зал твой. Поэтому тут очень много зависит комплекс, целый комплекс качеств, которые должны присутствовать. Сны снятся о провалах. Да, страшные. Бывает, что поешь не ту оперу, выходишь, не знаешь, в какой опере. Ни текста, ни музыки. Все начинал здесь, первая партия, первый выход на сцену. Все связано с этим театром. Все сценические движения, какие-то наработки, которые, тот фундамент, который я сделал в этом театре, он теперь меня спасает во всем мире. Он очень человек глубокий, очень точный, очень подвергающий все анализу, то, что он делает. И в то же время подходит к музыке очень эмоционально. Спасибо, Владимир Борисович, огромное. Я помню, как вчера, этот конкурс Римского-Корсакова, когда я первый раз приехал вообще в Санкт-Петербург. Я помню его рекомендации Константину Плужникову, директору Академии. Безоговорочно взяли в Академию. И вот уже прошло 4 года, как я там нахожусь. Пою на сцене. Владимир Ванеев участвовал в международных постановках в Венеции, Англии, Австрии, Франции. У меня очень хорошая память, и я запоминаю, мне не нужно обычно повторять. Были случаи, когда я за 10 дней выучивал 3 оперы огромных. Немецкий коуч, который вот нас с произношением и стилю Вагнера учил, он говорит, что немцы учат это приблизительно 1 год. Скажем, мы это учим за 2 месяца. Очень большая конкуренция. И получать работу – это, скажем, большое счастье и везение. Незаменимых людей и нет. В Мариинском театре, наверное, около 10 ведущих басов. Гергиев задумал удивить Америку и Европу. Он уже удивил Европу, доказав, что русские могут исполнять
Вагнера. До этого такого примера не было. Или были, но не такие грандиозные. И мы уже показали почти всего Вагнера в Германии. И была очень хорошая критика. Говорят, ты звучишь тогда один раз в году, когда у тебя выходной. Ну, честно говоря, трудно сказать. Иногда тебе кажется, что все было замечательно. А публика реагирует достаточно холодно. Иногда кажется, ну, все плохо, а публика в восторге. Тактика и стратегия. Впереди и таланты, я думаю, что нужно очень много думать о технике исполнения, вообще, что такое музыка. Я думаю, что не столько занятия чисто физические, сколько вот такие теоретические. К сожалению, очень поздно пришли думы о музыке. Для меня казалось, что музыка это очень просто. Как в деревне. Вот взял от души, как бы запел. Это тоже слушается очень хорошо. Но профессионал это совсем другое. К сожалению или к счастью, не знаю. Мне ближе народная музыка. Исполнение не профессионалов, а именно вот. Я очень люблю слушать бабушек поющих. Они не думают о музыке, но чутье потрясающее. Написано всем послушать. Я не люблю много репетировать. Эмоции уходят моментально. Потому что если получится хорошо на репетиции, уже очень скучно работать в спектакле. Уже все, уже пройдено, все. Лучше не дорепетировать. У нас точно цыганский табор, потому что такого определенного места жительства, как бы вот, чтобы надолго, этого у нас нет. Летом мы в Сыктывкаре, это наш любимый город и вообще любимое место. А здесь мы в квартире, и в России так редко бываем. Приходится вот ездить часто, и как бы, ну, детей бывает жалко одних оставлять. И когда одного отправляешь, тоже не хочется, чтобы в разлуке были. На репетициях вместе. Те же переживания. Он сам не знает, что он может сделать неправильно. А мне со стороны видно, иногда подсказываю. Иногда правильно что-то скажу, а иногда и обидится. Семья очень дружная.
И я считаю, что я бы очень хотела бы, чтобы мой муж будущий был бы очень похож на моего отца. Я считаю, что ну, как мужчина, как отец, как вообще как человек, он очень хороший. Я с детства мечтала стать певицей, но никогда не думала, что я стану оперной певицей. В детстве, да, я выступала в Голландии. Я выступала в роли нищенки. Мне было лет 11. Была опера «Борис Годунов». Занимаемся, ходим в Малый театр здесь, в Санкт-Петербурге, распеваемся, поем разные произведения. Есть несколько городов в Италии, где очень требовательная публика. Русская опера сейчас очень много идет. Актеры совсем другие, высшего класса, их просто никто не видит. Они тихонечко себе работают. Причем на Западе их все знают, в России, как обычно, нет. Информация идет в России только через телевидение. Другой информации просто нет. Мне посчастливилось работать с самыми высочайшими актерами и певцами. Кстати говоря, наши актеры, которых, наверное, малоизвестные в России, они очень популярны за рубежом. Получают фантастические высокие гонорары, и в очередь за ними стоит всех театров мира. Я думаю, что твоя карьера вокальная, она только в начале творческого пути. Для баса ты еще младенец, просто по-настоящему. Для большого такого баса, который объял весь мир и не выпускает из своих рук. Поэтому у тебя все впереди. Я даже воровать хочу баритона. Поэтому это завидная профессия, и завидный Бог дал тебе голос. Неси его людям, чтобы он их радовал. И чем больше ты будешь отдавать своего голоса людям, тем больше тебе будет возвращаться за тебя. Спасибо, дружище. Я понимаю, что жить нужно так, как бы хотелось. Не заниматься тем, что неинтересно. Потому что годы, оказывается, так быстро бегут, что хочется получить удовольствие. Ну, человек создан, видимо, для удовольствия. Понятно, это не всегда получается. Работа, есть семья, есть какие-то проблемы государственные, проблемы социальные. Но я в последние годы стараюсь, как это ни парадоксально, пожить для себя, для близких. Я очень сопереживаю, слежу, конечно, в основном за новостями, то, что происходит в мире. С другой стороны, я понимаю, что я муравей, может быть, еще меньше, бактерия, микроб, и повлиять очень трудно на этот мир. Я думаю, что для этого и созданы профессионалы политики, которые вершат судьбы. Я, наверное, не такой активный житель этого мира и стараюсь не участвовать лично, хотя сопереживаю. В искусстве, скажем, почти всегда мир. Я не помню каких-то конфликтов с любой национальностью. Актеры со всех стран разных национальностей. Но я не помню конфликтов. Или очень мелкие. Все мирно, все красиво. Мы любим друг друга. Что еще нужно?